Представители Управления по делам ГО и ЧС и сотрудники полиции провели рейд по соблюдению масочного режима. Проверка прошла на конечной остановке общественного транспорта возле торгового центра «Аркада». На территории региона продолжает действовать режим повышенной готовности. В соответствии с указом главы Коми в общественных местах и автобусах обязательно использование средств индивидуальной защиты, прежде всего масок. Обычно обращаю внимание водитель, то есть водитель по показатель. Водитель не одевает и уже пытается, как говорится, где-то смотреть на водителя, хотя во всех автобусах или внутри, или на входных дверях, так сказать, табличка написано «Вход в масках». Валерий Савченко отмечает, что у большинства есть при себе маски, однако используют их не все. Пассажирам автобусов и прохожим напомнили о такой необходимости и вручили памятки. Если видим человека без маски, у меня не очень приятное впечатление. Человек не думает о себе, о своем здоровье и об окружающих тоже. Большой риск заразиться, поэтому думаю, что маска хоть какой-то процент снижает риска, что не подхватишь что-то в автобусе в том же магазине. Те, кто считает ношение масок личным делом каждого, ошибаются. Несоблюдение масочного режима относится к административным правонарушениям и может быть наказано как предупреждением, так и наложением штрафа от 1 до 30 тысяч рублей. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В начале осени в Сосногорском районе открылись новые точки роста естественно-научной и технологической направленностей. Эти учебные центры – часть реализации национального проекта образования и регионального проекта «Современная школа». В Сосногорске точки роста открылись в кадетской и третьей школах, а также во второй школе поселка Нижний Одес. В учебные заведения поступила новая мебель, робототехнические наборы, оборудование по химии, биологии и физике. Магдебургские полушария. Тоже можно показать новое оборудование. Это электродвигатель, тоже абсолютно новенький, компактный. Так, ну и все очень простенько, но обычно это, проблемы. Минут 20 нужно было, чтобы продемонстрировать, когда шарик при нагревании нагревается и затем не проходит в отверстие. А сейчас очень легко, красиво, быстро. Так что я от оборудования в восторге. В точках роста проходят как уроки, так и внеурочная деятельность. На базе кадетской школы реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная физика» Дома детского творчества. Ребята изучают определенные темы и проводят опыты, на которые не хватает времени в рамках основной образовательной программы. Игорь Рыбец выбрал в качестве профессии авиацию, поэтому физика ему необходима. Вот этот кружок был хорошо, что создан, спонсоры «Точка роста». Очень хорошо, что они начали заниматься школой, так как оборудование появилось новое. Главное то, что оно компактнее, и одному человеку будет просто удобнее справиться, чем со старым оборудованием. В прошлом году в 1, 2 и 4 городских школах, а также в 1 школе Нижнего Одеса открылись точки роста цифрового и гуманитарного профилей. В эти учебные центры поступила современная компьютерная техника, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, ноутбуки, оборудование для уроков по технологии и ОБЖ. В Сосногорской школе номер 4 в точке роста проходят занятия по графическому дизайну в рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы Дома детского творчества. Все тут пришло все с нуля, можно сказать, оборудование все новое, мебель вся тоже новая. Деткам приятно работать на новых ноутбуках, все программное обеспечение тоже установлено, соответственно, проблем с этим нет. В объединении занимаются школьники с 6 по 8 классы. Вероника пришла сюда с базовыми знаниями графических редакторов. Я вообще просто рисую, и поэтому мне эта секция поможет как-нибудь развить это умение. Может работать в фотошопе или в других еще программах. Мы проходим просто способности, то есть как инструменты фотошопа и как он работает вообще. Реализация национального проекта на территории района продолжается. В следующем году ожидается открытие очередной точки роста в Сосногорской школе номер 5. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Яркая жилетка с надписью на спине «Народный дружинник» и удостоверение. Вот экипировка тех, кто добровольно вызвался помогать полицейским охранять общественный правопорядок. Сосногорская народная дружина на хорошем счету и в своем муниципалитете, и в Республике Коми.
Народная дружина составляет на сегодняшний день 11 человек. 9 человек у нас по Сосногорску и 2 человека у нас находятся в поселке Ираэль. Это 2 боевые женщины, которые участвуют в мероприятиях по охране общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий. Никита Михайлов в рядах ДНД с 2017 года. Говорит, что после армии рассматривал вариант службы в полиции, но так получилось, устроился работать на завод. Теперь помогает полицейским в свободное от работы время. Мы заступаем на дежурство с сотрудниками полиции и выявляем правонарушения, выявляем пьяных, наркоманов. Город должен быть чистым от жуликов и так далее. И помощь родной полиции, как бы, всегда при нас. Никогда не откажем никому. Очень уважаем нашу полицию. Как рассказал Валерий Савченко, каждый из дружинников застрахован администрацией района. Зарплату за выход на дежурство они не получают, но небольшое материальное вознаграждение им полагается. Подводя итоги работы за 9 месяцев, командир дружины отметил, что в среднем каждый дружинник выходит на дежурство 2-3 раза в месяц. Помощь добровольной народной дружины для нас неоценима. Они принимают участие в охране общественного порядка в нашем городе, в районе, принимают участие во всех публично-массовых мероприятиях, также принимают участие в выборной кампании. Они очень дисциплинированы, учитывая тот факт, что они люди, оказывающие помощь добровольно, исполнительно, дисциплинированы. Практически все преступления, раскрываемые патрульно-постовой службой, раскрываются с их участием. Поэтому мы выражаем свою благодарность добровольной дружине, ГОЧС, и надеемся, на дальнейшем ряды будут пополняться. Напутствуя подчиненных, Валерий Савченко напомнил им о необходимости брать с собой видеорегистратор, чтобы фиксировать события, которые нужно будет отразить в рапорте. Полина Бастракова, Наталья Максимова, Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск.